хочу звярнуцца да працаўнікоў амбасады, паважаных працаўнікоў. Гэта тыя людзі, якія працуюць на рэжым кожны дзень. Яны думаюць, што яны выконваюць нейкую місію, дыпламатычную місію. Яны прадстаўляюць народ у іншай краіне. Не народ, а рэжым. Таму што калі б яны прадстаўлялі народ, яны проста ўсім будынкам, усімі працаўнікамі сказалі, з гэтага моманту у нас іншы сцяг, з гэтага моманту у нас іншы прэзідэнт. Але яны так не зрабілі. І таму я думаю, што іх таксама чакае люстрацыя, як і шматлікіх іншых прадстаўнікоў беларускай дзяржавы. Таму, што я могу сказаць? Люстрацыя, паважаныя сябры. Ганьба! 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 Я хочу сказать от больше дорослого поколения. Ведаеце, мне 44 гады, маёй старэйшай дачкі 20, і зараз яна ў Варшаве, яна таксама пазбеглая студэнтка. Дагэтуль яна навучалася ў Менскім універсітэце культуры, яна была выдатніцай і вельмі актыўнай дзяўчынкай, але ў мінулым годзе яна далучылася да выбарчай кампаніі, як і я. Но ведаеце, што я хочу сказаць, што увесь гэты час я жыла ва ўкраіне Беларусь, шмат год я жила за мяжой, потым вярнулася ў Беларусь. І ведаеце, мы жылі у такой внутреннай эміграцыі, і усе ўсё разумелі, усе ўсё бачылі, што адбываецца ў краіне, што прэзідэнт у нас, ён не дбае ні за краіну, ні за народ, але ж кожны рабіў выгляд, што ну неяк яно там дзесьці само сабой рассаседзецца. Калі былі пратэсты ў 6-м годзе, 10-м, 11-м годзе, большая колькасць людзей не далучалася, і я ў тым ліку. Не таму, што я не бачыла і не зразумела, альбо я пагаджалася, напрыклад, з палітыкай Лукашэнкі. Не, канешне. Але ж гэта, як ведаеце, было, ну, не моя справа. Ну, хтосьці там, нейкія палітыкі, нейкія людзі, хтосьці за нас вымушан, альбо не вымушан, альбо хай возьме адказнасць, і хтосьці за нас вырашыць праблемы нашай краіны. І толькі ў мінулым годзе я насамрэч усвядоміла, што мы сваім маўчаннем, сваім вось гэтым маўклівым пагаджэннем, сваёй вось гэтай такой пазіцыяй, што гэта мяне не датычыць, мы за 26 год ускармілі гэтага монстра сваімі падаткамі, сваім маўклівым пагаджэннем, тым, што ўсё разумелі, але нічога не рабілі. Я зараз менавіта за сабе кажу, таму што моя нейкая такая ўнутраная свядомасць і ўнутранае вырашэнне, што я буду нешта рабіць, все, што я магу, што ад мяне залежыць, яно у мяне прачнулася ў мінулым годзе, калі я ўзяла ўдзел у прадвыбарчай кампаніі, і на ўласныя вочы я ўбачыла, што такое выбары ў Беларусі. На ўласныя вочы я ўбачыла, што цябе хлусяць вочы, што цябе не лічаць не толькі за чалавека, а цябе увогуле лічаць за ворага толькі за тое, што ты пасмеў задаваць пытанні, проста задаваць пытанні. А чаму так, а чаму гэтак, а пакажыце, калі ласка, а выконвайце закон, як ён павінен быць. І ты апынаешся ворагам. Ты становішся злачынцам, калі ты проста хочаш пачуць ад людзей, ад прадстаўнікоў улады адказнасць і аповедь за іх працу, за тое, за што яны зарабляюць народныя грошы. І вось гэта мяне узняло, асабіста мяне, і таксама зрабіла злачынцам, як і вас усіх. Мы зараз злачынцы для улады, якая зараз лічыць сабе ўладу, захопіла гэтую ўладу. І я хочу папрасіць прабачэння ад усіх бацькоў, таму што большая колькасць вас, маладыя людзі, вы ўзросту маёй старэйшай дачкі. І я хочу папрасіць у вас прабачэння за тое, што мы маўчалі, за тое, што мы рабілі выгляд, што нас гэта не датычыцца, і за тое, што за 26 гадоў мы дапусцілі гэты рэжым, гэты фашысцкі рэжым, які зараз пануе ў нашай краіне, які зараз катуе нашых мужчын, жанчын і нашых дзяцей. І вялікі вам дзякую, што вы у сваім маладым узросце, 18-20 гадоў, вы усвядомілі, вы не пабаяліся, вы рухнулі наперад, і вы для нас героі, і вы будучыня
рэальнае будучыня нашай краіны. Таму што мы шмат шансаў і шмат вялікіх рэчаў, якія мы маглі і павінны былі зрабіць у сваёй краіне, мы, на жаль, гэтага не зрабілі. І дзякую вам за тое, што вы бярэце зараз ініцыятыву ў свае рукі, што вы не баіцеся, што вы намагаецеся. І я веру, што у будучай новай Беларусі, ту будучыню, якую будзеце будаваць вы, яна будзе найлепшая, найкрайшая, і гэта будзе вольная краіна з вольнымі прыгожымі людзьмі. Живи Беларусь! Не смог закончить высшее образование в Беларуси, я закончил 3,5 курса БГУ, меня 2 раза исключили. Я 67 суток провел на ЦИПе, в Жодино, меня 5 раз, как бы это 5 суток было, 5 раз, как бы меня сажали на сутки. То есть меня тоже пытали там, раздевали хлорку мне, как бы там, пытали холодом, голодом, да, ну, конечно, это ужасно, то, что происходит в местах лишения свободы в Беларуси, в местах несвободы. В первую очередь в центре изоляции правонарушителей, в известном месте, этой Путичной, которая находится на Крестино, где людей просто насилуют дубинками, где людей раздевают догола и избивают, там женщин, мужчин, куда попадают пенсионеры на месяцы сейчас, за то, что они просто надели на себя белые и красные цвета. И, не знаю, наверное, нам всем нужно сделать какие-то уроки, да, после тех выборов, которые прошли, потому что, ну, еще до выборов у меня не было каких-то, на самом деле, больших ожиданий, что что-то изменится. Хотя я видел, что большинство людей вокруг меня, они прям вот проснулись и думают, что вот все сейчас все изменится, но как бы этого и не произошло. И я думаю, да, что это не произошло как раз из-за того, что люди врали себе, и лидеры, которые были, врали людям, и как бы, ну, нельзя, я все-таки думаю, что нельзя так победить, если будем врать себе, да, нужно говорить правду, и когда, например, там, тоже Бабарика, который сейчас сидит в тюрьме, говорил про то, что там у нас не так все плохо, у нас нету массовых там репрессий, например, да, или там люди, которые носили эти бумажки в КГБ, как бы, конечно, их нельзя сажать как бы на 5 лет за то, что ты принес заявление в КГБ с просьбой там провести проверку. Тебя нельзя сажать за это на 4 года, да, это очевидно. Но все же, как бы, если мы видим, что государство это, ну, это просто преступная группировка, это объединенная преступная группировка, то, наверное, все-таки, ну, не знаю, наверное, все-таки такие походы в КГБ с заявлениями, это не то, как нужно бороться. Возможно, да. То есть, возможно, все-таки нужно как бы стоять за себя и самозащищаться, потому что, ну, что мы опять видим в Беларуси, это когда ты идешь по улице и на тебя просто нападают какие-то люди неизвестные, бандиты в черном, и ты не можешь ничего сделать, потому что ты даже не можешь ты себя не защищаешь, потому что ты знаешь, что если это окажется милиция, да, хотя она не представляется, она не показывает никаких удостоверений, то ты потом пойдешь в тюрьму на 5 лет. Как бы, и опять же вопрос, также можно задуматься, да, как бы, вот, например, если бы у человека было оружие, да, если бы в Беларуси было легальное оружие, происходило бы ли то, что происходит сейчас? Как бы, я уверен, что такого бы не происходило. Потому что оружие это не только как бы инструмент прямого, скажем, действия, да, это в первую очередь инструмент просто как бы предохранитель такой, да, и когда менты, да, знают, что у человека, на которого они собираются напасть и украсть его, есть оружие, да, и этот человек может в тебя выстрелить, если ты ему не скажешь, что ты там из милиции, да, таких бы просто киднаппингов не было на улице. Вот. Так, чисто рассуждение просто про то, что было на самом деле вот почти год назад, да. И я думаю, что многим нужно сделать как бы вынести какие-то уроки из того, что произошло. С другой стороны, я бы хотел частично поддержать то, что говорил Петр, особенно в контексте того, что безразличие убивает не хуже пули, и если какие-то из ваших родственников там, или друзей, как я уже говорил, безразличны, это ну, практически пособничество в какой-то степени, как бы жестко это ни звучало. Потому что в том обществе, в котором я бы хотел жить,
Если люди видят насилие, если люди видят неправовые действия, если люди видят ну, откровенную наглость и убожество со стороны либо других людей, либо тем более представителей государства, да, то они должны противостоять этому, они должны брать инициативу в свои руки и делать все возможное, чтобы это остановить, и проявлять максимальную солидарность. А те, кто не способны на это, ну, они не доросли просто, они не являются гражданами и не будут являться гражданами до тех пор, пока они не будут проявлять свою солидарность. Даже в Беларуси будущего, к которой мы стремимся, могут возникать такие проблемы, во многих странах это есть. Вот. Ну и как бы, люди, которые будут желать иметь полноценный голос, они обязаны проявлять свою солидарность. Поэтому будьте солидарны. Я не очень хочу говорить какие-то политические там, теории, лозунги. Я просто хотела бы, наверное, еще раз рассказать про 12 ноября. Это был день, когда задержали студентов, и в тот день просто на моих глазах КГБ увезло одну из студенток, это была моя подруга, мы с ней виделись буквально за день до этого и разошлись, как бы думая, что мы встретимся завтра вновь, и на следующий день я просто стою напротив ее дома и вижу, как в сопровождении 6 мужчин, она такая просто маленькая, хрупкая девушка, садится в машину, и больше я ее вообще не вижу, вот, и даже сегодня я не могу видеть ни ее фотографию, ни ее вообще ничего, не могу даже быть рядом с ней там, в суде, просто потому что государство каким-то почему-то решило, что оно имеет право присвоить себе нашу страну и сказать: идите нахуй отсюда, извините, я буду материться. Вот, и я просто, наверное, не совсем понимаю вообще, почему это все происходит, почему мои друзья вынуждены сидеть в тюрьме, они вынуждены встречать свои 20 лет в этих стенах за решеткой. И я не знаю, кто в этом виноват, но что мы можем сделать? Я просто здесь сейчас стою в абсолютном каком-то ощущении своего бессилия, от которого хочется просто рыдать, не знаю, делать что угодно. Вот. Я не знаю, короче, сотрудники посольства, если вы думаете, что мои друзья сядут на 3 года, а вам за это ничего не будет, идите к черту. Во-первых, наша страна прошла через долгие годы змагания, и оно до сих пор продолжается. Это змагание, борьба за не просто права человека, а за право быть субъектом, потому что Беларусь сейчас не является, и белорусский народ, субъектом в мире, не является гражданским государством, соответственно, мы и не имеем тех прав, которые имеют обычно граждане в государствах. Да? То есть у любого гражданина должно быть право выбора, должно быть право самоидентификации, должно быть право на свободу слова. Так вот, если этого нету, соответственно, нет и субъектности. И с чем же это связано? Связано это, как я уже сказал, с тем, что, к сожалению, наша страна не является независимой. Мы все еще находимся под гнетом империи, так сказать. И с другой стороны, белорусский народ хоть и сделал очень много для того, чтобы стать субъектом, но этого еще недостаточно. Для этого нужно осознание практически каждого гражданина в нашей стране, то есть ваших одногруппников, ваших родителей, ваших братьев, сестер, ваших дедушек, там, бабушек и остальных людей, которых вы знаете, того, что никто никогда, кроме их самих, и вас самих, и нас самих, не сделает страну лучше. Ни какой-то абстрактный диктатор в лице Лукашенко, или как бы его ни звали, да, это всего лишь одна персоналия, которая, конечно, очень сильно повлияла на ход истории, но является скорее отражением того, каким какое-то время являлся народ. Вот. И только когда каждый человек поймет, что он должен что-то делать, даже если он считает это там неловким, неудобным,
считает, что лучше строить там личную жизнь или еще что-то. Вот когда каждый человек осознает, что он является непосредственным строителем государства, только тогда и получится построить сильную, демократическую, богатую, национальную Беларусь. И я, вот честно говорю, мне сейчас немного неловко выступать, тем более я не выступал несколько лет, скажем так. Вот. Ну и в целом кажется немножко странным, что мы бежали из страны и сейчас пытаемся что-то там тявкать из-за рубежа около белорусского посольства, да. Но это то, что я могу сейчас сделать. Да, ну согласен, мы не тявкаем. И да, и я надеюсь, что нас слышат. Так вот, я хочу сказать, что если вы знаете, что вы что-то можете сделать, прийти на какую-то акцию, задонатить, или выпустить какой-то текст по поводу ваших мыслей, или провести какую-то беседу с вашими родственниками, или даже, ну, я не знаю, провести беседу с ябатиками, вдруг неожиданно, вы обязательно должны это сделать, и каждый человек, который хочет жить хорошо, должен понимать, что жизнь не работает в вакууме, да, то есть даже несмотря на то, что там, ты можешь быть успешен в Беларуси, если страна в целом не является национальным правовым государством, ты никак не сможешь стать успешным, богатым, там, счастливым, ну, за редким исключением, без взаимодействия с социумом, без улучшения окружающей среды, без улучшения самого государства, да, потому что, возможно, даже в Северной Корее есть какие-то богачи, есть, наверное, успешные люди в какой-то степени, но они либо являются пособниками репрессий и убийств, ну, буквально убийств, да, просто я почему провожу аналогию с Северной Кореей, потому что мы уже недалеко ушли, либо им везет в какой-то краткий период, но потом все равно, да, в социуме происходит естественная регуляция, и люди откатываются назад. Поэтому, если мы хотим жить успешно, счастливо и богато, то мы должны делать все возможное для этого, все возможное для того, чтобы работать на Беларусь, работать на то, чтобы Беларусь была национальным, там, успешным, правовым, я это много раз повторял, государством, и помнить, что это все возможно только в кооперации, взаимопомощи, особенно в такую сложную минуту, и в всеобщем единстве. Единство — это важно. Вот. Поэтому живе Беларусь! Живе! Это то, что нас яднае. Мы все жадаем, как Беларусь жила, и как мы жили в Беларуси, и как она была паспяховой краиной. Никто ж не хочет разбурить країну і так далі. І так? Зараз я прочитаю последние слови Дениса Марусевича, якому учора запросили 4 годы обмежування у колонии. 10 августа кардинально изменило мою жизнь на до и после. Сейчас я только и слышу от государственных средств массовой информации, как нас открыто оскорбляют, пытаются очернить, называя экстремистами, фашистами, террористами, тунеядцами, уголовниками, алкоголиками, наркоманами. Но это все наглая ложь и клевета. По-моему, всем очевидно и видно, что здесь присутствуют обычные люди, простые граждане, которые хотят свободно высказываться, иметь право на свободу выбора и свободу мнений. Лично я всю жизнь трудился на благо этой страны, представляя на спортивных соревнованиях международного уровня. 6 лет своей жизни я посвятил, выступая за национальную сборную, и 3 последних года за вооруженные силы Республики Беларусь. С раннего детства моей целью было поднять государственный флаг нашей страны на высшую ступень пьедестала чемпионата мира. Я патриот и искренне переживаю за будущее нашей страны. Действия, совершаемые мной 10 августа, это следствие, а причина всему – это власть имущие этой страны, который не считает меня гражданином, не считает меня человеком, не давая мне делать выбор и влиять на будущее нашего государства. И еще одна немаловажная причина – это непростительные действия сотрудников силовых структур, которые стреляли, я надеюсь, все правильно понимают это слово, в мирных, безоружных людей, забрасывали светошумовыми гранатами, избивали женщин и, как показывает практика, подростков, так как среди обвиняемых присутствуют
несовершеннолетняя. Меня удивляет, почему по всей стране не заведено ни одного уголовного дела на сотрудников силовых ведомств, которые превысили свои служебные полномочия. Судя по всему, на них не распространяется уголовная ответственность. Надеюсь, в будущем все изменится в лучшую сторону, справедливость восторжествует, всему будет дана честная правовая оценка. Я не отрицаю, что совершил противоправные действия, поддавшись эмоциям, потеряв самоконтроль и совершил уголовное преступление, но я не согласен с обвиняемой мне статьей 293, часть 2 УК РБ, так как мной не выполнена объективная сторона данного состава преступления. Все, о чем я сейчас мечтаю, о чем каждый вечер молю Господа Бога, чтобы этот ужас, происходящий в нашей стране, закончился, чтобы люди, которые находятся сейчас в местах лишения свободы по политическим мотивам, вернулись домой, к своим семьям, чтобы наши любимые родители, мамы и папы дождались своих детей домой, целыми и невредимыми, с неполоманной психикой. Чтобы люди, гонимые белорусы, которые находятся за границей в связи с уголовными преследованиями, спокойно вернулись на родину, и чтобы мы все жили в мире, добре и трудились на благо нашей страны. Верю, что в скором времени все изменится в лучшую сторону, и Беларусь будет жить. Живи Беларусь! Также он сказал: мама, прошу прощения у тебя в первую очередь и у папы за то, что я не могу быть рядом с вами и нахожусь здесь сейчас. Для Дениса Марусевича гособвинение запросило 4 года усиленного режима за события 10 августа 2020 года в городе Бресте. Меня зовут Алексей, я всех рад здесь видеть, наблюдать, что мы все солидарны со всей той ситуацией, которая у нас происходит в стране. И я хотел бы сказать, на самом деле, достаточно короткую речь, но начиная с событий 9-10 августа, всех событий, которые были в августе и продолжаются по сей день, я хочу сказать, что все это нас объединяет, все мы солидарны с той проблемой, которая есть. И если мы будем все вместе и сообща людям, которые сейчас борются там за свободу, за другой режим, за смену власти, им важно знать, что мы тоже здесь собираемся, устраиваем акции, показываем, что мы не сдаемся, что мы готовы бороться до конца, и я уверен, что вся наша сила в том, что мы должны быть солидарны с друг другом, солидарны со всей этой ситуацией и продолжать бороться, показывать, что мы не сдаемся, что мы не одни и что мы все вместе. Вот. Живи Беларусь, как говорят. Обвинения. По его словам, Егор Конецкий размещал в чатах призывы, координировал. Ольга Филатченкова использовала авторитет преподавателя, размещала призывы к участию в беспорядках. Во время проведения мероприятий выполняла функции координирования. Илья Трахтенберг якобы призывал и размещал информацию о призывах в определенное время и в определенном месте и выполнял функцию управления участниками. Текст обвинения для ребят почти не отличаются, меняются лишь вузы. Также уточняю, что по версии обвинения ребята являлись группой, действующей по предварительному сговору. Это значит, что мы все участники группы, которая действовала по сговору. Никому не советую возвращаться в Беларусь в ближайшее время. Я зараз знаходжуся тут. Один з тих, хто одраджав ЗБС. Той, хто з'являється правооборонцем ЗБС по юридичній лінії. А шмат моїх сябров і навіть тих людей, кого я не ведаю, яны зараз за кратами. І часом я відчуваю боль і вину за те, що я тут, а яны там. За те, що у 9 годин раніцы я прачнуўся і просто пачаў працаваць, а да кагосьці прыйшлі КДБ, АМАП, СОБР. Але я ведаю, што усе яны сядзяць за нас, за нашу свабоду, за сваю свабоду, за свабоду нашай краіны. Гэтыя студэнты, гэта тыя людзі, якім апастыліла гэтая стабільнасць так званая. Яны не бачылі перестройкі, яны не бачылі жахаў 90-х, яны не бачылі Савецкага Саюзу. Тое, што яны бачылі ўсё сваё жыццё, гэта так званы рэжым Лукашенка. І яны захацелі нешта змяніць. Тут не пытанне нейкага геапалітычнага выбару, яны хацелі там пайсці на ўсход ці пайсці на захад. Яны проста прагнулі свабоды. Яны прагнулі свабоды думкі.
яны прагнулі акадэмічнай свабоды, яны прагнулі свабоды да масы мерапрыемстваў, они прагнулі свабоды для ўсіх беларусаў. І таму кожны тыдзень і кожны дзень я выхожу і нешта раблю, нават калі я зараз жыву ва ўкраіне, я падаюся на пастаяннае месца жыхарства і разумею, што хутчэй за ўсё бліжэйшыя некалькі год, а мабыць і болей, я не вернуся ў сваю страну. Але я разумею, што Беларусь гэта не той, хто знаходзіцца там, у Беларусі, а Беларусь яна тут, у нашым сэрцы. І таму за ўсіх тых, хто з'ехаў, за ўсіх тых, хто зараз за кратамі, і за ўсіх тых, хто зараз знаходзіцца ў Беларусі, мы павінны выходзіць, мы павінны нешта рабіць. Не ведаю, калі ў цябе сям'я, ты можаш дасылаць нейкія данаты, ты можаш постіць каментары ў Фейсбуку, ты можаш пісаць нейкім замежным СМІ, але мы павінны працягваць, як казала Марія Калесніка, далбіць, далбіць і далбіць гэтую ўладу. Бо калі мы будзем проста стаяць і глядзець, то будзе як у тым афарызме. Калі прыйшлі за габрэямі, я маўчаў, таму што я не быў габрэем. А калі прыйшлі за мной, то ніхто не выйшаў за мяне, бо ўсе ўжо сидзелі. Дякую. Во-первых, хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня пришел, и заявить, что, наверное, это не будет одиночной акцией. Мы еще с лучшей организацией, с большим количеством людей вернемся сюда. И, в принципе, настало время, когда активнее работать в Украине, по крайней мере, тем, кто тут остается. Я знаю, что многие инициативы здесь так работают, там Белорусский дом, спасибо ему, и другие инициативы. Но хотелось бы как-то ярче обозначать белорусскую повестку и чаще обращаться к украинскому государству, которое, на мой взгляд, не является для нас чужим, а мы не должны являться чужим и для украинского государства. Для украинского государства не только потому, что мы лучшие соседи, но и потому, что мы здесь, вот, мы здесь живем. Некоторые из нас здесь уже будут как бы жителями, да, там, с ВНЖ или другим статусом. И хотелось бы больше поработать в направлении инициатив с какими-то альтернативными посольствами, да, которые должны обязательно существовать и нормально действовать так, чтобы мы развивали возможность для белорусов дольше и проще оставаться тут, если они вынуждены, чтобы мы пробивали большее давление со стороны украинского государства на Беларусь. И, в принципе, было бы неплохо, чтобы каждый из нас, кто здесь остается, как-то поспособствовал этому. Во-вторых, я бы хотел произнести поименно всех, кто сейчас судится в Беларуси, над кем проходит, я бы это не назвал судом, я это не называю судом, судилищем. Да, судилище или расправа. Это 19, 20, 21-летние ребята, большинство из которых девушки. Они были захвачены несколькими бойцами ОМОНа или СОБРа, как будто бы это особо опасные преступники. Большая честь, да, офицеру 40-летнему, ОМОНовцу арестовать 19-летнюю девочку. Ну, охренительная работа, я могу сказать. Молодцы, well done. Ксения Стромолот, 21 год. Анастасия Булыбенко, 19 лет. Глеб Фицнер, 22 года. Егор Конецкий, 21 год. Илья Трахтенберг, 20 лет. Алана Гебремариам, 24 года. Виктория Гранковская, 24 года. Мария Каленик, 22 года. Кася Будько, 19 лет. Яна Арабейко, 20 лет. Татьяна Якельчик, 19 лет. Ольга Филаченкова, преподаватель БГУИР, 42 года. Все эти люди были или есть отличниками в своих университетах. Они писали научные работы, увлекались множеством хобби. Кто-то пел, кто-то танцевал. Ксения Стромолот, моя коллега по Раде з адзіночення белорусских студентов, дважды сдала централизованное тестирование на 100 баллов. Таких людей в Беларуси вообще немного, между прочим. Вот. Она училась на 9-10, окончила безупречно лицей ПГУ, самое элитное и качественное учебное заведение 10-11 классов. И сейчас просто быдло-быки пытаются указывать ей, что она неправильно думает и делает что-то неправильно в своей жизни. Эти
быдло прокуроры, быдло судьи, быдло менты и остальное быдло, которое в своей жизни ничего не умеет, кроме как воровать, лгать и убивать, пытается задавать правила. Так вот, это то, каким не должно являться ни одно государство, и тем более моя родная Беларусь. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Как вы видите, я уже не студент, хотя учиться никогда не поздно. Хочу сделать небольшой экскурс в историю. 14 мая 1995 года Лукашенко похитил наши национальные символы, как вы помните, заменив герб погоня и бело-красно-белый флаг на адаптированные на советский лад тряпки, под которыми они сейчас совершают преступления, из-за которых столько студентов репрессировано. И поэтому собрались здесь. Я очень рад видеть, что молодежь продолжает борьбу, которая никогда не останавливалась. Эта оккупация обязана прекратиться. И мы вернемся с нашими национальными символами обязательно в Беларусь. И я хочу зачитать одно стихотворение, которое, на мой взгляд, соединяет все эпохи, все моменты вот этой самой ужасающей тьмы перед рассветом, в которую не раз погружали Беларусь такие личности, как Лукашенко. Погоня. Снова красный закат над землей отцов. По лесам вырываются схроны. Доброволец-солдат против орд подлецов. Партизан краевой обороны. Черный кот на Руси совершает удар по кагалу советского сброда. В Новогрудке висит на столбе комиссар. Наши братья опять на свободе. Наших стягов цвета, белый иней в крови, надзиратели коблинских пленных. Это кровь на винтах из шальной головы, кровь артерий на карцерных стенах. С рельс летят поезда, штык межребер ЧК, под обстрелом генсеков кортежи. Пусть везде и всегда помнят, наша рука глотки красным скотам перережет. Комиссаров сынки подменили отцов, но для нас ваша власть вне закона. Ждите наши штыки, ждите плату свинцом. Вы лишь пыль на подковах погони. Живи Беларусь! Я б хотів зачитати вельми актуальний вірш Янки Купали, який зветься «Наша возьме». І потім Аліна зачитає вірш зняволеної Ксенії Срамолот, який ми вже сьогодні успоминали. Мы ходим, спотыкаемся, бодяемся, як пьяные. Мы с голодом зроднились, худые, обрыванные, осмеянные, облаянные, с грязою мы замазаны, багатыми мы скрюджены, неволею мы звязаны. У болоты мы оттиснуты, загнаны мы ущилены, и в очи нам завязаны, и в уши нам зачинены. Одно мы добро ведаем, хоть вечно мы блукаемся, а ўсё ж таки, хоть некалі, а правды дачакаемся. Наша возьме. Живе Беларусь! Одна з дзяўчынак, якая сёння на вале падсудных, піша вершы. Гэта Ксюша Срамолот, і хацелася таксама зачытаць яе верш, каб трошкі па свае творчасці штось распавесці. Так. Сердце тлеє, сердце греє, шукаю кров на вимитих вулицях. Час ідзе, і ми сталеем. Такое, певно, уже не забудется. Раздзярыце мяне на кавалкі, сэрца вырвіце з грудзяў, вырвіце цяжар пад рэбрамі. Ці будзе яшчэ больш балюча. Апрану капюшон з чорных жартаў. Дождь са слёз скрозь яго не праб'ецца. На вуліцах бела-чырвоная варта, супраць істотаў без сэрца. Мрою сны з ваўкамі і дроты. Ужо бачу раскатаныя лёсы, а насупраць позірк лагодны, а насупраць стужкі ў кос. Я ніколі не была так свабодна, і мне ніколі не было так страшна. Мы не заснем нават у бетоне. Спадзяюся, мы будзем трымацца. І спадзяюся таксама, што нашы сябры, якія зараз у судах, якія працуюць месяц, будуць трымацца і што яны вытрымаюць гэты цяжар, які выпаў на іх лёс. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе